Позади тяжелая сессия, экзамены и зачеты. И самое время отдохнуть культурно. Уже сложилась добрая традиция в стенах Ингушского государственного университета отмечать День студенчества культурно-массовыми мероприятиями и декоративно-прикладной выставкой. Сегодня свою лучшую продукцию представили ремесленники республики. Уставшие после сессии, но полные желания познавать новое. День российского студенчества – прекрасный повод провести время с пользой. Студентка первого курса Фатима Кумрзоева всегда мечтала создать посуду собственными руками. В первые минуты посещения выставки девушка нашла занятие по душе. Я это выбрала, потому что я не знаю. Я хочу попробовать. Мне это интересно. Я посмотрела на эти посуды и хочется сделать. Расскажи, а ты первый раз работаешь с таким материалом? Да. А что ты хочешь сделать? Ну, например, кружку. И нести с собой домой. Или пиалку, может. На таких выставках декоративно-прикладного искусства, как правило, девочки и мальчики разделяются по интересам. Саида Арчакова привлекли изделия из кожи, сделанные ингушскими мастерами. Сегодня нам посчастливилось, можно так сказать, побывать на этом великолепном мероприятии. Я считаю, что в целом такие мероприятия проводить очень полезно, потому что это действует на просвещение, культурное просвещение наших студентов. И отдыхаем от сессии в этот день в этот праздник знаменательный. От своего лица лично хочу поздравить всех студентов Ингушского государственного университета с этим знаменательным праздником и с данной сессией, собственно говоря. Предметы декоративно-прикладного искусства, изделия из кожи, украшения и сумки из бисера, дерева, смолы, картины, написанные маслом и красками. Свои работы на выставке представила студентка третьего курса экономического факультета Фатима Гандалоева. Площадка родного вуза для девушки стала местом исполнения желаний. С детства Фатима мечтала стать художницей, но поступила на экономический факультет, открыла клуб и реализовала свой творческий потенциал. В нашем клубе 30 участников. Это студенты разных факультетов ИНГУ. Картины каждый пишет по своей манере, выбирает то, что ему именно интересно. У каждого свой стиль, своя манера письма. И мне кажется, каждая картина уникальна по-своему. В университете я смогла реализовать себя в том плане, что я стала председателем художественного клуба. И мы начали организовать здесь выставки. На выставке представлены мои работы и также работы других художников. Студенты Ингушского государственного университета – это активисты и добровольцы, инициаторы и победители многочисленных конкурсов и соревнований, талантливые и целеустремленные ребята. Каждый из них своим вкладом в общественную жизнь дарит добро в самых разных направлениях. В адрес студентов звучат самые теплые пожелания. Они у нас талантливые, они у нас способные, инициативные. Они готовы откликаться и участвовать во многих мероприятиях. У нас ширится волонтерское движение. Начиная от волонтеров-медиков, благотворительная деятельность, волонтеры-экологи, волонтеры, которые работают в рамках организации «Добро.ру». Мы оказываем посильную помощь и преподаватели, и студенты нашим бойцам по линии специальной военной операции. Я горжусь студентами. Я поздравляю всех студентов Ингушского государственного университета, студенчество вообще в целом России с этим замечательным днем. В вузе намерены расширить направление обучения. Площадка декоративно-прикладного искусства стала важным стартом создания в Ингушском госуниверситете талантливого сообщества. Ингушский государственный университет планирует открыть художественное, ремесленное, условно пока такое название, направление, где мы обязательно интегрируем самые современные, молодые силы наших творческих, талантливых, уже состоявшихся специалистов и старшее поколение наставников, которые будут работать преподавателями, вести практику. И университет призван создавать такую серьезную площадку. На выставке декоративно-прикладного искусства представили и премьерный проект по возрождению ингушской самобытности «Сохрани культуру». Он направлен на реализацию, то есть воссоздание предметов быта Ингушетии, древней Ингушетии, то есть путем создания силиконовых формочек. Сначала берется артефакт с музея, отливается силиконовая формочка, артефакт возвращается на место в музей, и уже создаются такие копии. Например, этот черпак, он с музея, который находится у нас в Магасе, и это точная копия, черпака со всеми, видите, трещинами.
То есть передался не только сам предмет, передалась вся его история. Сегодня показываем мастер-классы разных направлений. Это современное искусство, связанное с ЧПУ станками, национальные направления, гончарное дело и так далее. Для того, чтобы каждый желающий мог попробовать и заняться тем, что ему нравится. Пообщаться с мастером, узнать что-то новое про нашу культуру, про современные направления. Ну, любой, кто сегодня придет, он уйдет с чем-то интересным или со знаниями, или с новыми навыками. У студентов сейчас начинаются каникулы, но это не повод расслабляться. Как говорят студенты, подготовка к весенней сессии начинается после последнего дня окончания зимней. Рина Цычоева, Магомед Аскеев, Новости 24.